Друзья, всем привет! Продолжаем обсуждать с вами новости уходящей недели. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, комментировать и подписываться на канал. Минимальная заработная плата в Словении стала выше на 100 евро. Первая выплата в размере 878 евро нетто будет выплачена в феврале. Работодатели ожидали, что повышение минимальной заработной платы будет соответствовать годовой инфляции, которая составляет примерно 10%. Но повышение заработной платы на 12%, по мнению предпринимателей, разрушит систему оплаты труда внутри компаний, так как придется индексировать и повышать заработные платы абсолютно всем сотрудникам и даже тем, у кого заработная плата была выше минимальной. Жители Любляны могли заметить кое-что новое на реке Любляница в последние месяцы. В конце ноября прошлого года на реке Любляница появились два плавучих дома. Плавучие дома заказала компания LPT. По некоторым данным, компания LPT заплатила за два одинаковых плавучих домика общей жилой площадью 32 квадратных метра 261 527 евро. Плавучие дома будут сдаваться под ночлег, но сколько будет стоить это удовольствие, пока неизвестно. Безусловно, эти домики будут интересны, поскольку все больше и больше людей хотят испытать что-то новое и интересное и ищут новые впечатления и уникальные условия проживания. Подобные домики уже есть в Словении на морском побережье города Порторож, а теперь они появятся и в городе Любляна. Угрозы заложить в торговые комплексы бомбы поступили 13 января в пятницу. Во второй половине дня полицейские получили уведомление о том, что в торговых центрах City Center и Planet Tush в городе Целье будут установлены взрывные устройства. В момент уведомления о минировании в полицию также поступил звонок от гражданина, который угрожал покончить жизнь самоубийством перед дверью одного из вышеупомянутых торговых центров. Возникло подозрение, что эти два события связаны. В качестве меры предосторожности были эвакуированы посетители и сотрудники обоих торговых центров, а помещения и окрестности обоих центров были проверены для обеспечения безопасности сотрудников, посетителей и жителей соседних домов. Взрывоопасных веществ обнаружено не было. Гражданин, угрожающий покончить с собой, госпитализирован. Тоже интересно, зачем его госпитализировали. Как и в Мариборе и Целе, угрозы оказались ложными. Полиция продолжает проверку и расследование ложных уведомлений. Какие паспорта дают больше всего свободы и на каком месте словенский паспорт? Согласно отчету лондонской исследовательской компании Henley Partners, 3 азиатские страны возглавили список стран с самыми мощными паспортами. Словения находится на 11-м месте. Япония по-прежнему имеет так называемый самый мощный паспорт. Это означает, что у жителей Японии больше всего возможностей для безвизового въезда в другие страны. Японский паспорт позволяет путешествовать по 193 направлениям. Также большие возможности дают паспорта Сингапура и Южной Кореи. Согласно анализу, эти страны позволяют своим жителям путешествовать без виз в 192 страны мира. Япония находится в топе 5-й год подряд. Словенский паспорт находится за первой десяткой, на 11-м месте, и дает безвизовый доступ в 182 пункта назначения по всему миру. На самом деле, для такой маленькой страны, как Словения, это очень высокий результат и показатель. Среди европейских стран Германия и Испания занимают первое место. Их паспорта позволяют путешествовать по 190 направлениям. Соседки Словении, Италия, позволяет свободно посещать 189 стран,
Австрия 188, Венгрия 183, Хорватия на 17 месте. Среди паспортов, которые разрешают наименьшее количество безвизовых поездок, это Афганистан, который находится в самом низу списка, всего с 27 пунктами назначения. За ними следует Ирак и Сирия. Очень интересно на самом деле узнать, на каком же месте находится Россия и сколько стран можно посещать с российским паспортом безвизово. А еще вы написали, что вам интересно было бы знать, какая у нас погода. Алиса, какая сегодня погода в Любляне? Сейчас в Любляне +7, облачно, с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Вечером +3, ясно. А ночью +1, пасмурно. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, комментировать, ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч. До новых встреч, друзья. Надеюсь, что они будут всегда. Алиса, стоп!